มันรักมั้ย Тетя вышла в порог. Ты снимай тоже на видео. Только меня не надо, вот когда будет это Ира рассказывать, тогда можно. Включили уже? Включили, да. Ага. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые партнеры, коллеги и потребители, да, продукции Новая Эра. Сегодня у нас начинается второй цикл школы по самым основным линейкам. Да, это получается овощи и фрукты, молоко с кальцием и олигосахариды. Да? И для того, чтобы вы больше узнали об этой продукции, мы пригласили нашего лидера Потапову Ирину, провизора. И она уже давно работает в нашей компании, 2014 года. Очень хорошо знает продукцию, на себе, в принципе, все уже испробовали. И поэтому за огромное количество потребителей прошло, да, и мы хотим именно углубленно рассказать о продукции, чтобы вы уже знали, для чего она, как можно ее применять, не только, вот, допустим, для пожилых людей, для чего вот этот уникальный продукт. Да? Люди думают только для похудения. Но мы сегодня вам раскроем, из чего он состоит, для чего он нужен, да, этот продукт овощи и фрукты. И поэтому у наших потребителей уже появились любимые какие-то любимчики, да? Приглашаем Ирину на школу, и думаю, мы начнем уже новый цикл. Всем добрый вечер. Мы начнем сразу с продукции. Сразу начнем. Первое сегодняшнее, о чем мы будем рассказывать, это сосновая пыльца с молоком и кальцием. Что такое кальций? Начнем. В организме человека содержится, в среднестатистического человека, кальций составляет в среднем 1,6 килограмм. То есть, представляете, да? Это среднего человека. Из вот этой вот массы 1% кальция, ионов кальция, свободно плавает в крови. Ионов кальция свободно плавает в крови. Ионов кальция свободно плавает в крови. Ионов кальция свободно плавает в крови. Дальше. 1% от этого плавает в крови, циркулирует в крови у нас. А остальное 99% находится в связанном состоянии, в таком, как наши кости ткани. Какую же функцию выполняет кальций у нас в организме? Это мы сейчас будем дальше проходить. На данном слайде представлен состав, из чего состоит наша сосновая пыльца, молоко с кальцием. Это сосновая пыльца, как видите, коровье молоко сухое и карбонат кальция. В упаковке 18 саше пакетиков. Те, кто были на первом цикле занятий по сосновой пыльце и бамбук здоровья, мы разбирали эту таблицу полностью. Это содержание аминокислот в сосновой пыльце.
Также вот на этом слайде представлен состав витаминов и макро- и микроэлементов, которые тоже вот разбирали. Что такое молоко? Молоко является полноценным источником. Когда рождается человек, первое, что он начинает есть, это материнское молоко. И в молоке содержатся белки, обязательно жиры, углеводы, витамины и минералы. Это первая еда человека при рождении, то, что я говорила. Для поддержания нормальной работы организма в рационе взрослого человека должно входить 25%. 25% молока и молочных продуктов. Молоко и молочные продукты. Для детей и подростков уже 50% молока и молочных продуктов должно входить в рационе, в нормальном рационе для нормального функционирования организма. Ну вот это представлено, что молоко, кости, зубы, да. Вырабатывая данное молоко, которое находится в этой продукции, вырабатывается из натурального молока коров, которые пасутся в китайской провинции Хулунбэйр или Хулунбайер. Такие вот звучания. Ой. Ну вот, представлена такая вот местность. Очень красивая местность, очень много воды, травы. То, что вот нужно. Вот. Очень красивая местность. Ну, это так сравнительная таблица представленная по производству молока. В Китае, видите, на 3-м месте. Россия идет после. Макроэлементы. Основными минеральными веществами, которые являются в молоке, это кальций. Потому что, ну, всем, наверное, говорили, пейте молоко, это кальций, это полезно для здоровья. Кальций, магний, фосфор и так далее. Кальций является наиболее важным макроэлементом. Так, содержание в крови и молоке колеблется от 100 мг до 140 мг. Так, вот хотела сказать вам еще, наверное, дальше после скажу информацию одну. Вот, кальций обладает высокой биологической активностью, является структурным элементом костной ткани. Ну, это всем известно. А также влияет на свертываемость крови. Бывает, что по определенным причинам, когда бывают инфекционные заболевания, скажем, онкологические заболевания, кровь плохо свертывается. И для этого назначают препараты, содержащие кальций, и назначают диету, которая содержит большое количество кальция. Также кальций влияет на обмен веществ. Но обмен веществ он влияет больше всего на углеводный. Но углеводные – это у нас, опять же, глюкоза. Помогает усвоиться глюкозе. Регулирует кислотно-щелочное равновесие. Опять влияет на pH-среду нашего организма. Также влияет на ритмичное сокращение и расслабление сердечной мышцы и мускулатуры. Когда содержание кальция в организме падает, то у человека появляются судороги. Вот что-то замечал? Вот, сидишь или спишь, и бывает такая неприятная, такая резкая боль в ногах или руках. Это причина тому является нехватка кальция в вашем организме. То есть это нужно восполнить. Эпилепсия это совсем другая история. Да, это по-другому. Так, повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга, участвует в передаче нервного импульса. Вообще в организме для передачи нервного импульса, нервный импульс, участвует всего 3 иона, самые главные. Это калий, это натрий и кальций.
вот эти вот ионы участвуют в образовании нервного импульса. Вот в прошлый раз вам приводила такой пример, когда человек, допустим, получил ожог или укололся, он до головного мозга дошел импульс, что мне больно, что нужно отдернуть руку. В этом процессе участвуют ионы натрия, калия и кальция. Это все пробежало с 120 миллисекунд. То есть очень-очень быстро. А прошли очень большие химические реакции. Для усвоения кальция организмом необходимо соблюдение всего 4 условий. Наличие жиров, наличие витамина D, в частности D3, магний и фосфор. Соблюдая вот эти вот условия, кальций будет усваиваться в 90%. Какого-то элемента не будет хватать, жиров. Любители диет. Кальций уже будет усваиваться 50%, а то и ниже. Нехватка витамина D3. Так как у нас, скажем, зимой не так много солнца, витамин D3 плохо вырабатывается, поэтому мы должны его потреблять свне, с пищей. Но еще зависит также от качества витамина D3. То есть, можно сказать, если его тоже какое-то количество будет мало, то тоже где-то 50-60% только будет усваиваться. То есть человек сидит на диете, лишен жиров, лишен витамина D3. То есть уже в сумме процентов 30 только усвоится. Магния и фосфора тоже. Допустим, магния и фосфора тоже не хватает, где-то 30-40% только усвоимости будет. Только при соблюдении вот этих вот 4 условий содержания жиров, жирных кислот, витамина D3, магния и фосфора будет 90%. На первом цикле я говорила, что какие витамины содержит сосновая пыльца. Сосновая пыльца содержит жирные кислоты, содержит? Содержит. Витамин D3 содержит? Содержит. Магний содержит? Содержит. Фосфор есть? Есть. То есть есть все необходимые условия для усвоения кальция у нас в организме. 90% фактически. То есть представляете, какая усваиваемость будет кальция? Кальций, вот именно про молоко, бывает 3 видов содержится. Сейчас покажем. В свободном, вот так вот, или ионизированном виде, который сразу поступает в кровь. Это и есть вот тот самый 1%, который циркулирует по крови, о котором я говорила в начале. Дальше придем к нему. В виде фосфатов и цитратов, в виде соли. Соли. Это кости. Кости, коллаген. Коллаген кожи. Понятнее было. И кальций прочно связаны с казеином. Это тоже сюда относится. Казеин это больше, напишем, кальций, казеин это больше хрящевая ткань. Вот этот вот кальций, который находится в молоке, человек, потребляя молоко, получает все 3 вида ионов кальция, и каждый вид идет по своему пути. Свободный ионизированный поступает в кровь, связанные в виде солей и в виде казеината идут в
хрящевые ткани, костные ткани и кожу. Вот. Дальше. Вот калий и натрий. То, что вот говорила, самые главные элементы. Содержание в молоке колеблется от 135 до 170 миллиграмм. Сколько нужно кальция потреблять нам ежедневно? Самый главный вопрос, который возникает у людей. Как видите, дети от 0 до полугода нужно 400 миллиграмм потреблять кальция. В подростковом возрасте уже побольше, уже в 3 раза возрастает потребление кальция. С возрастом уже обмен веществ уменьшается, гормоны уже идут на спад, и поэтому потребление кальция нужно уже поменьше. Вот, уже 800 до 1000 миллиграмм. Беременным, конечно, нужно больше, потому что они должны дать этот кальций для построения скелета уже ребенка. Дальше. Вот тут продукты, вот, которые содержат содержание холестерина. Вот. Самое вот сейчас вот бич, наверное, тоже становится сегодняшняя медицина – холестерин. Как говорят, не ешь это вредно, это холестерин. Холестерин – это бляшки, это на сосуды влияет. Молоко сырое коровье. Содержится очень мало холестерина. Большое количество холестерина содержится где? Сыр, сколько странно, да? Меньше, чем даже в масле. Интересно, чем это сказывается? Скорее всего, чем-то там химикатами какими-то добавляют. Для кого данное молоко применяется? Вот. Для здоровья детей, для здоровья родителей, для здоровья всей семьи. То есть это абсолютно продукт для всех членов семьи, начиная от периода новорожденности, можно сказать, младенчества, лучше так скажем, младенчества до старшего поколения. Маленьким детям нужно, чтобы скелет нормально функционировал, состроился, а уже в взрослом периоде нужно уже нормальное поддержание, функционирование организма. Чтобы избежать таких заболеваний, как артрит, артроз, остеопороз. Самые страшные заболевания. Вот, остеопороз. Снижение транспортной усваивающей выделительной способности пищеварительного тракта. Нормализация кровяного давления. Кальций влияет, как ни странно, да? Ион кальция. Задержка развития. Дети в основном влияет на развитие речи. Утомляемость уменьшает нервозность, рахит, артрит уменьшает, убирает судороги мышечные, построение костной ткани, особенно хорошо при переломах, сердечные заболевания, такие как аритмии, свертываемость крови увеличивает. То есть какой полезный кальций? Вот. Области применения. Напиток для завтрака или в перерывах между пищей, восстановительный напиток, источник кальция, витаминов, белков, микроэлементов, источник роста и развития организма, источник сбалансированного питания. Люди, которые пытаются сбалансировать свое питание, что такое сбалансированное питание? Сбалансированное питание. А что значит полноценное? Все кушать. Все должно быть в норме. То есть должны поступить жиры, жирные кислоты, должны поступить белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, должны быть витамины, должны быть элементы, минералы. Вода должна обязательно поступать. Вот это вот называется сбалансированное питание. Аминокислоты.
мы написали еще. Аминокислоты. Вот этот вот комплекс, если все, чтобы было сбалансировано питание, все должно быть в норме, все должно поступать в наш организм. Но так как на сегодняшний день, так скажем, продукция уже истощена, уже, скажем, овощи, наши фрукты, уже земли давно истощены, уже пичкают уже всякими нитратными, фосфатными удобрениями. То есть фактически такой вот полезности овощи, фрукты не несут. И чтобы в погоне за всеми элементами, которые нужны для сбалансированного питания, люди прибегают к разным, как сказать, лайфхакам, как сейчас модно говорить. Но нам далеко бегать не надо, у нас все сбалансировано. Сосновая пыльца, молоко с кальцием. Также есть основа пыльца, овощи, фрукты. Сейчас вот будем дальше рассказывать. Вот, усвоение кальция. Самое главное. Кальций-то ладно мы пьем, а как он будет усваиваться? Кальций усваивается у нас в тонком кишечнике. Это вот тема вся такая вот взаимосвязана. Вот это вот. Поступил кальций в организм, ну, допустим, 1000 миллиграмм. Он прошел через кислую среду нашего желудка. То есть уже потерялось 400 миллиграмм. Дальше через кишечник идет уже. И выводится с калом, видите, сколько? 800-860 миллиграмм. С мочой выводится 200-240 миллиграмм. Фактически, да, доходит вообще очень-очень мало. И для усвоения в организме, это уже другая тема, для усвоения в организме нам нужен здоровый тонкий кишечник. Это вот дальше вот другая тема, это уже будет тема сосновой пыльцы с олигосахаридами. Вот система свертываемости крови. То есть, как влияет кальций на свертываемость крови. Ну, вот про тромбины, вот кальций участвует в вот этом. Ионы кальция из крови поступает, взаимодействует с тромбопластином, получается это протромбин, дальше. И получается наши тромбики. Вот когда вот порежешься, корочка такая вот образуется. Вот в этом все участвует в свертываемости крови, вот ионы кальция. Что мешает усвоению кальция? Это стресс. Стресс – это самый главный наш враг. Стресс уменьшает усвоение кальция на 60%. Да. То есть поменьше стрессуем, улыбаемся, радуемся жизни. Лекарства. Есть такие препараты, которые уменьшают всасываемость кальция в крови и вообще в кишечнике. Даже иногда бывает, пишут, когда вот взаимодействует аннотация, взаимодействие с препаратами, пишут, уменьшает всасываемость кальция, препаратов кальция. Кофе. Кофе – это вообще злейший враг. Кофеин. Все слышали такое слово кофеин. Кофеин – это алкалоид. Алкалоид. Когда он взаимодействует с ионом кальция, он выпадает белый осадок. Белый кристаллически нерастворимый осадок. Для того, немножко химии коснемся, чтобы определить алкалоид кофеин в каком-то препарате, его обнаружат при помощи ионов кальция. То есть, когда пьете кофе, вот этот вот белый порошок начинает циркулировать по нашей крови, проходить через наши фильтры печень, почки, селезенка. Вот это вот
наши самые важные органы забиваются. Отсюда образуется что? Наши каменные болезни. Желчекаменные, почечниками. Курение. Ну, курение и алкоголь всем вредят. Так что от алкоголя и курения ничего хорошего нет. Тоже влияют на всасываемость нашего кальция в организме. Сидячая работа. Сидячая работа, то есть вы сидите, кровь застаивается. Кровь должна циркулировать у нас в организме. Кровь, она переносит все наши питательные вещества, в том числе кальций, который там содержится. То есть нету движения крови, нету этого обмена кальция между кровью, костями и клетками. Также влияет мешает усвоению кальция в крови, это мягкая вода. Слишком очищенная вода от ионов. Вода приобретает уже отрицательный заряд, и все положительные ионы, не только кальций, мягкая вода забирает, но и другие элементы. Такие натрий, калий, магний, все элементы эта вода забирает, вымывает. Также вот наши газировки. Уменьшает. Да, ну это очень верно. Не пей эту гадость, лучше свари компот. Все как-нибудь читали состав Кока-Колы? Нет? Там очень много кислот, в том числе и минеральных, такие как фосфорная кислота. Фосфорная кислота. Казалось бы, ну, содержание ее там небольшое, казалось бы, но вред она приносит очень колоссальный. Когда выпиваем вот это вот Кока-Колу с фосфорной кислотой, там есть и лимонная кислота, и потом еще какая-то кислота, там очень много кислот содержится. Выпиваем тот кальций, который у нас есть в организме, они тоже получаются в соли. Соли. Иногда даже нерастворимые соли образуют, которые опять же у нас оседают в нашем организме. Также эта кислота способна распадаться и циркулировать в виде ионов у нас по крови. То есть в этом состоянии она будет циркулировать у нас в крови, дошла до нашей костно-хрящевой ткани и оп, собрала кальций. Опять дошла и оп, забрала наш кальций с нашей костно-хрящевой ткани. И отсюда появляется такое состояние, как наши пористые кости, называется остеопороз. Ну, на остеопороз, конечно, влияет очень много заболеваний, в том числе и гормональных. Но на сегодняшний день остеопороз начинает молодеть. То есть если раньше, если болели, скажем так, уже в пожилом возрасте, когда уже гормоны влияют, возраст, то сейчас уже, на сегодняшний день это уже неправильное питание, несбалансированное, опять же вредность, вот это все уменьшается усвоение кальция. Вот. Вот это вот нормальная костная ткань, видите, такая плотненькая. И кость, пораженная остеопорозом, такая вот пористая, очень такие большие поры. Вот. Вот это вот нормальная кость. Со временем уже улучшается, все хуже и хуже. Это вот рахит представлен у детей. Бывает. Симптомы остеопороза. Это боли в грудном поясничном отделах позвоночника, уменьшение роста, явные изменения осанки, бывает такая вот согнутость, горбатость такая вот. Косвенные признаки – это ночные судороги в голенях, стопах, хрупкость ногтей, волосы, расслоение, пародонтозы и так далее. Искривление позвоночника вперед, ну то есть горбатость.
стоит тоже обратить внимание. Ну, симптомы рахита у детей. Квадратная голова, грудная клетка рахитичная, О-образные ноги. Вот такие вот. Лягушачий животик. Ну, тоже вот детям назначают тот же самый витамин D3 в разных видах. Жирорастворимый, водорастворимый. И детям маленьким это назначают в виде капелек. Но организмы разные, способ усвоения разный, и этот витамин D3 не всегда усваивается. Потому что бывает, приходят мамочки и говорят, вот мы пьем витамин D3, а у нас ножки буквой О. Почему? Ну, тут уже нужно разбираться с состоянием кишечника, состоянием микрофлоры. Даже нужно разбираться уже с гормональной формой. Может, что-то там не то. Вот. Такая вот хорошая фраза. Запомните одно. Кальций – это доктор, который внутри тебя. Есть кальций – ты здоров. Нет, ты заболеешь и разрушаешься. Незаметно, не больно ты идешь к смерти. Этот факт доказан учеными. Вот. Вот такая вот шутка, да? Почему не хватает за кальций. Вот. Вот эти вот представлены такие вот, ну, для ознакомления упражнения для тех, кто в основном сидит в офисе. Сейчас очень много таких людей стало, чтобы не застаивалась кровь. Вот. Сидя на стуле, можно в перерыве сделать небольшой перерыв минут на 10 и сделать такие вот легкие упражнения. За спинку стула, за голову. Минут 10 этого хватает. Вот покрутиться, повертеться, замок, головой обязательно. Ну, на турнике. Ну, турник, наверное, не у всех есть. Так, эта презентация закончилась. Так, с олигосахаридами. Сейчас переходим к сосновой пыльце с олигосахаридами. Вот, опять же состав: ксила олигосахариды, сосновая пыльца, матовый сыр кукурузный. Вот, это энергетическая ценность представлена. РСП – это рекомендуемая суточная потребность на 100 грамм продукта. Вот видите, что белки 4%, жиры 2%, углеводы 20%. На одно саше пакетик приходится. Это прочитали на один пакетик на 0,12. То есть сами видите, что потребление одного пакетика в день уже мало. Угу. Нужно потреблять больше, чтобы восполнить. Сосновая пыльца, олигосахариды являются пребиотиками. Что такое пребиотики? Пребиотики – это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются нашим организмом, нашим желудочно-кишечным трактом. Но ферментируются микрофлорой толстого кишечника и стимулируют рост и жизнедеятельность. То есть нарисуем наш кишечник. Наш кишечник. Кишечник, он представлен вот такими вот сосочками. Внутри этих сосочков имеются кровяные сосуды. Да, ворсинки, кишечник наш тонкий. Поступила еда, комочек еды поступил. У нас имеется в тонком кишечнике своя микрофлора, лактобифидобактерии. Они образуют вот такую вот слизь. Вот эти вот микрофлора созданы для того, чтобы синтезировать ферменты, которые будут высасывать из еды, пищи, которая поступила, все необходимые вещества. Витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы.
Но бывает так, что микрофлора по каким-то причинам уменьшается. Ну, человек, допустим, принимал курс антибиотиков. У человека наступил дисбактериоз. То есть дис, это уже с латинского означает нарушение. Нарушение бактериального природы желудочно-кишечного тракта. Микроорганизмов уменьшилось, соответственно, ферментов тоже уменьшилось. И из пищи уже то, что должно было усвоиться, не усваивается и выходит наружу. Дальше. Иногда даже пища бывает застревает в этом протоке, когда нету нормальной перистатики, то есть движения тонкого кишечника, толстого кишечника. Бывает, она застаивается и, так скажем, киснет. Основным свойством пребиотиков является их избирательное стимулирование полезной для человеческого организма кишечной микрофлоры для восполнения нашей микрофлоры мы пьем олигосахариды. Вот поступили к нам в кишечник олигосахариды. И начинается рост нашей полезной микрофлоры. Увеличивается рост. То есть, получается, мы кинули им почву, благородную почву, на которой они будут расти. 70% иммунитета, 70-75% иммунитета это в нашем тонком кишечнике. То есть, когда человек хочет заняться иммунизацией своего организма, начните очищение с тонкого кишечника. Тонкий, чистый, так скажем, здоровый тонкий кишечник, хороший иммунитет. Дальше. Ферменты желудочно-кишечной железы кишечника не переваривают пребиотики и имеют следующие свойства. Не расщепляются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, не всасываются в тонком кишечнике, являются селективным субстратом для роста нормальной микрофлоры и безопасно для организма. Так. Вот, низшие углеводы. Что такое олигосахариды? Это низшие углеводы, которые способствуют росту полезной микрофлоры кишечника человека без каких-либо побочных эффектов. Рассматривается как пребиотик. Олигосахариды признаны лучшим функциональным олигосахаридом за особые характеристики, такие как высокая селективность к бифидобактерии в кишечнике, высокая устойчивость к пищеварительным ферментам и устойчивость к кислой стабильности и термической стабильности. Что же обеспечивает нам олигосахариды в нашем организме? Обеспечивают доставку питательных веществ для бифидобактерий. Избирательно стимулирует рост микроорганизмов. То есть патогенная микрофлора расти не будет. Снижает эффективность гнилостных и патогенных кишечных бактерий. То, что я вот говорила. Предотвращает прикрепление патогенных бактерий к клетке хозяина. Когда человек, бывает, что попадает через воздушно-капельный путем или через руки, инфекция. Если ослабленный иммунитет, то болезнь сразу проявляется. Также снижение привыкания патогенных бактерий к антибиотикам. Вот это вот самое, давайте разберем лучше этот пункт, самый такой важный на сегодняшний момент, снижение привыкания патогенных бактерий к антибиотикам. Антибиотики на сегодняшний день у нас в России можно купить в любой аптеке без рецепта. Это очень плохо. Если же мы будем за границей, нам антибиотики без рецепта врача не дадут. Не выдадут просто. Почему у нас так, я не знаю. Но сейчас уже вышел новый приказ для аптек, которые запрещают выдачу антибиотиков без рецепта. Если вам кто-то в аптеке будет продавать антибиотик, скажете, дайте мне там амоксициллин там, и так далее, и он вам продаст
вы можете смело указать на его ошибку, что он нарушает данный приказ. Когда человек беспорядочно принимает антибиотики, ну вот человек почувствовал недомогание, насморк, кашель, сразу говорит, я буду пить курс антибиотиков, я лучше предупрежу свою болезнь и буду пить. И начинает горстями глотать эти антибиотики, убивая тем самым нашу микрофлору, убивает просто, уменьшает ее. И наша микрофлора создана для того, чтобы защищать наш организм. А защитная функция за счет того, что уменьшение микрофлоры не происходит. То есть организм не борется. И все патогенные организмы, которые находятся у нас в организме, они говорят, о, как хорошо, нам никто не мешает. И начинают на этих же антибиотиках расти, как на дрожжах. Потому что они привыкли к ним. Нету борьбы такой вот. Поэтому призываю без показаний врачей, без определенных надобностей не применяйте антибиотики просто так. Лучше провести себе профилактику заранее. Вот сейчас вот начнется, уже вот начиная с марта месяца, с апреля, вспышка вирусная. Грипп опять начнется. Уже начинается грипп. ОРЗ, ОРВИ. Сейчас вот погода начнет меняться. Сегодня солнышко вышло такое без шапки, без шарфика. А вечером уже подул холодный ветер. Уже человек уже остыл. Уже переохлаждается. Так что нужно следить за своим здоровьем очень внимательно. И проводить профилактику. Дальше. Олигосахариды влияют на стимулирование иммунной системы. Вот то, что я говорила, что 70% иммунитета – это наш тонкий кишечник. Тонкий кишечник. Также улучшение всасывания питательных веществ. Ну, то есть, чем лучше растет наша полезная наша микрофлора, тем больше, лучше будут усваиваться все питательные вещества, которые поступают нам с пищей. Вот, так как содержится сосновая пыльца, опять же, наши любимые аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы, которые тоже будут усваиваться нашим организмом. Ну, мальтодекстрин это не буду рассказывать. Ну, вот, польза не вызывает аллергии, натуральный, легко усваивается организмом, не вызывает скачков сахара в крови. Бывает мальтодекстрин пшеничный. Пшеничный, он более аллергичный. Вот. Все. На олигосахаридах мы закончили. Вот такая полезная вещь сосновая пыльца с олигосахаридами. Следующая наша полезная вещь – это сосновая пыльца с овощами и фруктами. Она тоже в виде порошка, в саше-пакетике находится. И разберем самые главные компоненты. Опять же, сосновая пыльца, состав аминокислот, тот же витамины и макро- и микроэлементы, состав такой же. Что здесь еще находится? Содержится тыквенный порошок, тыква, морковь и грецкий орех. Особо долго говорить не буду. Морковь, тыква – это каротин. Каротин, то есть провитамин В, провитамин А. Грецкий орех. Для чего же здесь создан грецкий орех? Для того, чтобы витамин А, он жирорастворимый. Вам, наверное, в детстве многим говорили, ешь морковку, будет хорошее зрение. Но морковку правильно нужно есть.
Не слышно. Масло со сметаной, да. Для того, чтобы усвоился витамин А, нужен нам жиры, жирные кислоты в нашем организме, чтобы присутствовали. Но так как у нас бывают люди, любители диеты, все обезжиренное, все низкокалорийное, то лишают себя данных веществ. То есть уже они лишили себя того, чтобы все жирорастворимые витамины усвоились. А жирорастворимые витамины – это витамин Е, витамин D и витамин А. А еще есть витамин К. То есть все жизненно необходимые витамины, те, кто любит сидеть на низкокалорийных диетах, уже лишили. Витамин Е – это антиоксидант, мощный антиоксидант. Витамин D мы разбирали, кальций. Витамин А. Витамин А – это у нас глаза, кожа, обмен веществ тоже. Витамин К – это кровь, свертываясь крови. То есть те, кто люди сидят на низкокалорийных диетах, уже вот с чего себя уже решили. Что я хотела сказать? Да, грецкий орех. Грецкий орех – это один из мощных источников жирных кислот, жирных масел, жиры. То есть, представьте, уже за нас решили, что уже там есть жирные кислоты. То есть не нужно думать, где вот сейчас я достану вот эти вот жирные кислоты, чтобы у меня этот витамин А усвоился. То есть очень грамотно подошли к этому процессу. Витамин А. Витамин А – это не только на глаза влияет на профилактику офтальмологических заболеваний, но и кожа. Способствует выработке нашего меланина, серотонина. Также улучшает углеводный обмен. Углеводный обмен – это помогает усвоению глюкозы в крови. То есть, опять же, способствует уменьшению сахара в крови. Вот. Это витамин А. Все? Вопросы по применению, что-то еще? Вот если я писала с кальцием, с молоком и кальцием, да? Если аллергия от молока, как бы, тоже нельзя дать. Аллергия. Молоко. Но там же его именно, может быть, не усвоение лактозы идет, молочного белка. А в этом сухом Лактоза есть. Поэтому нужно проверить, что у него усваивается. там еще что-то такое может молоке. Сейчас он именно пьет либо деревенское молоко, либо покупное молоко. Просто каши стали добавлять молоко, либо... Ну, сейчас стали очень добавлять недоброкачественные наши производители антибиотики в молоко. Ну, коров пичкают антибиотиками, чтобы они болели, чтобы было больше молока, и этот антибиотик попадает в молоко. И люди пьют это молоко, не подозревая о том, что находится антибиотик, и у ребенка, у человека развивается аллергия на данный антибиотик. Поэтому нужно провести... Тогда, если молоко нельзя, то кефир иногда можно, да? Потому что там как бы лактоза разрешает. Да. Ну, все равно лучше проверить с аллергией, что у него. Ну, проверили, сказали, это на молоко. Ну, лактоза, значит, не усваивается. Тогда это тоже нельзя. Ну да. Сначала, наверное, от аллергии избавиться. Ну, найти причину, разобраться к ней. Что? А как, ну, это питание постоянно. Да.
Каждый день нашему организму нужны все элементы. Не все же могут себе каждый день потреблять. Когда человек какой-то минимальный курс. Ну, минимальный курс это 3 месяца. У всех БАДов 3 месяца минимальный курс. И сколько там пакетиков? 18 пакетиков находится тут. На стакан молока кружку хватает. Да, получается, если говорят правильное питание, вот это покупать, и то покупать, это уже получается неправильное питание. Ну да, можно так сказать. Это Жиры не надо, вот это жир, вот это так, вот это все. организму Если снешь. Организму нужны все наши питательные вещества, все полезные вещества, которые должны усвоиться, которые организм, чтобы функционировал нормально. Потому что вот объясняла уже, вы лишаете себя определенных веществ, не усваивается. Того лишаете, получается это. Все взаимосвязано у нас в организме. Вот получается, сейчас я на заметке, да, мне говорят, вот надо вот это покупать, или я не знаю, что вот нужно продукты, например, да, вот правильно питание. Вот не похудеете, вот не будете кушать, не похудеете, это уже неправильно. Это уже влияет на подсознание человека, Да. уже Начинает там давить, да. вы вот не будете ходить, там, тут и все будете. У нас есть рядом все свое сбалансировано. Да. Далеко ходить не Все надо. есть. Все есть. Можно еще вопрос? Мгм. У меня есть племянница, у нее дочка 11 лет. У нее рост всего 128 сантиметров. Я им давно говорила, ну вот начали где-то 1,5 месяца назад мясо кушать, с молоком, но они как бы экономят. Вот она за 1,5 года весила всего на 2 сантиметра. 11? Она совсем маленькая. Она вот дозу сейчас какую может изменять. Гормонально у нее все в порядке. Нормально, да? Да. Ну, побольше. По генетически там Мама, папа, дедушка, бабушка. Насчет бабушек, ну, с нашей стороны там все нормально. А с той стороны дядя я не знаю, но он роста, ну, такого среднего роста, наверное. Говорят, как в детстве был маленький. Но мы просто как бы боимся, чтобы она станет. Она была играла. Ну, она маленькая, она совсем маленькая. Нет, надо как ну, назначить? должна беспокоиться заранее. А дозу какую можно выпустить, сколько дней? Давайте потом вопрос. Хорошо, а то она уже, сама девочка уже переживает. А наш кофе вот, относится к тому, что вот кофеин, это Нет, там кофеина нет. где-то, да, в нашем кофе. Поэтому такой кофе. Еще вот хороший вот Поэтому два не черных. повышает. Поэтому на давление. Ну, вот это раньше было, это белые чипы, да? А сейчас, которые... Они же не прожаренные. Да. Но еще в школы не было по новой продукции. А привет, мы пройдем все, что. Спасибо большое, Ира, за такую школу. Очень хорошо, действительно, мы очень много открываем для себя, да. И что вот усвоение идет полностью, что сосуды не кальцинируются, да, благодаря тому, что именно в сосновой пыльце есть все вот эти вот жиры, магний, да, необходимые, которые для усвоения сосновой пыльцы. Потому что очень было удивительно, да, вы сказали, что она не дешевая. Она действительно не дешевая, она стоит 1035 рублей. Но у нас в этом офисе разлетается как пирожки. Заметили, да? Мы все свидетели. Потому что, да, 3 дня и нет. Но мы и немало заказываем, но много заказываем, да? Но почему так вот люди полюбили? Потому что действительно идут результаты по здоровью. Да? Ага, и вот она именно доводит туда, в те участки, куда нужно. У кого болят суставы, у кого хондроз, каким-то волшебством. Почему это так происходит? Потому что вот сегодня нам Ирина все объяснила популярно. Мы теперь действительно можем ответить сами себе, как работает наша продукция. Также узнали, после антибиотиков обязательно нужно пропить курс
30 пакетиков, да. А еще лучше, они, знаете, они очень вкусные, они сладенькие, да. И можно их просто открыть и сразу вот так вот кушать. Попробуйте. А потом уже запить дали, да. Очень много людей спрашивают, как Лена можно рассасывать во сне, допустим, да. Харам-халным, там, ну, задохнусь там и так далее, да. Но вы, значит, те, кто спрашиваете, ни разу не рассасывали сами. Я скажу вам. Почему? Потому что если вы берете 6 или там 3 штучки, когда горло першит на ночь, ложите в рот таблеточку, да, и она, знаете, вот оболочка, она как бы прилипает к небе и к весне. Она прилипает, не двигается. Через некоторое время, даже когда можете во сне, да, она превращается в кашу. И вы в течение всей ночи очень приятно потихоньку ее рассасываете, да. Есть те люди, которые действительно обмен веществ у них изменился. Вначале, когда кушают сосну или бамбук, говорят, ой, невкусная, она горькая, там, да, бамбук вообще невозможно кушать, да. А те люди, которые уже прошли, покушали, сейчас говорят, бамбук очень даже вкусный. Я люблю бамбук. Меняются у вас вкусовые качества, да? Да. Угу. И поэтому вот недавно все-таки, да, почему мы вот приглашаем врачей, да, потому что мы действительно понимаем, что они отдали очень много времени, да, своему делу, они изучали, крапели, учили, там, сколько медицински надо учиться? 6 лет практически, да. Потом всю жизнь еще работать. Они в этой сфере все, конечно, досконально понимают, да. Вот как Светлана Николаевна, она так просто там, ага, как рыба в воде, допустим, да. Ирина сама делает, что такое провизор. Это люди, которые делают таблетки, из чего там лекарства делают, да, понимаете, да? И они в этом живут. Технолог. У меня сестра сама не зарешена, говорит, что вот таблетки они склеивают какими-то химическими. Вот был урок, Чем вот был урок, первый, да? Ага, первый. И там очень хорошо Ирина нам объяснила, чем же склеивается. Все есть на записи, не поленитесь, еще раз зайдите к Станиславу Сметанину. Видите, мы рекламируем уже второго человека. У него на странице очень много есть информации, да? Зайдите и просмотрите Ирину урок. Да, она сейчас, конечно, как раз там все есть. Вот этой Фоме можете все неверующие доказать обратное, да? Потому что действительно. И еще, и поэтому вот так получилось, холодный контакт, может быть, да? Я вышла случайно, вот хочу, чтобы о нашей продукции знали еще и как бы, ну, другие люди, да, были ученые, которые защищали там, какие-то докторские даже есть. Очень много же в нашей республике таких людей, да, которые авторитетны, авторитарны, допустим, которых действительно интересно послушать. И поэтому я вышла на Бориса Моисеевича Кашингольца. Да, случайно позвонила, очень хорошо мы с ним встретились, побеседовали. И действительно слушать профессионалов своего дела очень приятно. Они говорят прям как музыка. И первое, что я начала говорить, конечно же, свой псориаз, да, говорю, вот странно, почему он мне помог, да, вот вы как думаете, да, действительно вот эти аминокислоты, он говорит, да, все-таки у вас был псориаз более нейродермического положения, да, потому что и посмотрел состав сосновой пыльцы, вот эти вот аминокислоты, он сказал, здесь не все аминокислоты, которые есть в сосновой пыльце, я полностью уверен в этом. Сосновая пыльца – это зародыш, это понятно. Я, говорю, верю, а я говорю, вы верите, что это государственная компания? Я вот сейчас вам скажу, что это государственная компания. Более чем верю. Я, говорю, знаю, я постоянно, как бы общаюсь, прекрасно знаю, что государство поддерживает, и что вообще китайская медицина на 1000 лет ушла вперед. И мы далеко еще даже не понимаем, насколько они впереди нас. Вообще молодцы, говорят. Какие они молодцы все-таки, что к нам вообще нам дали такой продукт. И когда я это слушала, я не могла себе такого, как бы сказать, я все пыталась запомнить, но, конечно же, я вышла в такой радости, да, что все забыла, да. Это не передашь, потому что время же было очень много. Ну, приятно, когда люди не скептически эти относятся, и все-таки это академик, да. Вот я сейчас зачитаю, кто он такой, да. Вице-президент, да. Академии наук Республики Саха-Якутия Борис Моисеевич Кашингольц, вице-президент Академии наук, доктор биологических наук 1992 года, профессор в 2000 году, да, действительно член Академии наук. Да, вот, и вот такие
такой большой действительно человек, интересный человек, да, который может что-то сказать. Я спросила еще, вот мы иногда рассказываем про презентацию, у нас не всегда достоверная, честная может быть информация, может быть она уже искажена, к нам пришла. Мы же рассказываем одно и то же и пытаемся не уходить. Я говорю, я хотела бы узнать, сколько у нас сосен действительно. Сколько лет сосне, какие-то такие точные данные были, да. У нас сосна какая, Сибирь, там, сибирская. Говорит, о, я тебе дам лесника, который именно по сосне. Я говорю, он тебе все данные скажет, да. Я говорю, здорово. Я говорю, ну, так бы хотелось бы, говорю, чтобы люди вас послушали. Говорю, почему именно кальцинирование происходит вот так, говорю, да, такой дорогой, говорю, кальций, да, а люди покупают, говорю, прям по 10-20 штук. Ага, а он говорит, Вале Платоновой специально говорю, да? Он говорит, Валя, что он придет в субботу в час дня и будет нам рассказывать лекцию о БАДах, как отношение его к БАДам. И это классно, так что в субботу, пожалуйста, приходите в час дня, и мы послушаем от самого академика Кашнебольца, что такое сосновая пыльца и вообще отношение его к БАДам, да? Это просто классно, это просто такого человека притащить, это здорово. Очень интересный еврей, такой харизматичный, интересный, приятный, как он, да, он вот, видели, наверное, в городе панды, вот панты, как правильно? Крема панты же продаются, якутские, в аэропорту есть, там где-то еще есть, да, и вот это вот он, это его, вот это, его, да. Вот. И поэтому это он разработал, да, человек относится, он говорит, это биологически активная добавка. Это не питание, это биология. Но у него тоже много, чего он пока не знает. Говорит, я рассказать вам именно о сосне-то не могу, говорит, я же еще не изучала ее, говорит, но примерно предполагаю. И вот, конечно, он сказал, что узким кругом много людей не надо, да, но все-таки, конечно, мы так спокойно скинем это объявление в группу, да, но я вижу все равно, кому надо, те и приходят, да, и в субботу в час дня, но мы давайте в 12 подойдем, все-таки человек уже должен прийти в полную аудиторию, да, и как-то уважим человека, так нормально, да, и сильно много вопросами закидывать не будем, да, заранее составим вопросы, какие нас интересуют, действительно надо подумать об этом, да, и он сказал, давайте, ребята, каждый будет заниматься своим делом. Ну, он сказал, что ему сильный маркетинг, там, бизнес не интересует абсолютно, да, его интересует вот наука, поэтому, пожалуйста, его не переворачивайте, что он прямо вот сосновую пыльцу кушает, короче, он новоедет там, потому что он, если это увидит и узнает, это будет обратная реакция, да, ну, просто пригласили по БАДам, пускай нам расскажет, да, и тогда он еще потом придет к нам, да. Как надо относиться? Очень эрудированный человек, очень хорошо рассказывает. Как рассказывает, и мне было приятно, он знает моего отца, оказывается, очень хорошо, да. Я говорю, как вот так меня посылали? Ну, я, говорит, знаю я твоего отца. Я говорю, тогда приходите, говорю, все, ага. Поэтому час дня я договорилась вот о том кабинете. В том кабинете пойдем, там все встретимся, сделаем общую фотографию, красивые, приходите. Да, еще, конечно же, надо было бы, но, как бы, честно сказать, приглашайте людей все равно. Интересно, он доведет очень грамотных людей, да? Ну, в смысле, наоборот, не очень бы так-то хотелось, чтобы слишком много народу было, потому что он, ну, как-то стесняется или что-то. Это нормально. Ну, и там нормально. Аудитория